это очень громко сказано говорить о планах, потому что, ну, с одной стороны, ситуация всем понятна. Музей Ижевска, про который, так хочется сказать, так долго говорили большевики, наконец-то уже не состоялся, да? И состоялся, не знаю, насколько соответствовал ожиданиям всего города, потому что, конечно, многие шли сюда, думая, что здесь уже отреставрированное каким-то чудесным образом здание, что здесь уже какая-то очень красивая экспозиция, наполненная предметами, и они увидели актуальное искусство, которое совершенно другим смыслом заставило говорить это пространство. И вот первые дни работы у нас после открытия показали, что интерес огромный и к проекту, представленному здесь, и к самому дому, и к нашему городу. И, наверное, правильно было принято то постановление в 2012 году о том, что Ижевску нужен был свой музей. Вопрос в том, как его сделать. Мне кажется, что вот сейчас то время, которое у нас есть до закрытия этого дома на реставрацию, и потом, когда мы будем придумывать, каким откроется этот музей, хочется верить, что при нашей с вами жизни. Вот. И, конечно, важно придумать, чем этот музей будет отличаться от тех, которые уже есть в нашем городе. И когда мы думали над этим еще год тому назад на первом проектном семинаре, у нас была такая идея, что этот музей, очень красивую фразу мы себе придумали, это музей прошлого, настоящего и будущего города Ижевска. Как делать музей про прошлое, все понимают. Даже понятно, как сделать музей про будущее. Да? Выставляй проекты, показывай, что там будет, и это будет музей про будущее. А вот как сделать музей настоящего? Потому что оно меняется так быстро. И вот мне кажется, что у нас сейчас с вами есть отрезок времени, когда мы можем быть музеем настоящего города Ижевска. Вот с показом того, что сегодня происходит в нашей жизни. С некой, может быть, там, не знаю, фильтрацией того, что останется там во времени, что мы действительно возьмем для показа будущей экспозиции уже как некие прошлые моменты жизни Ижевска. Как-то на одном из стратегических чаев на площадке Арго один из первых был посвящен как раз вот тому, что Ижевск как-то сумел завести и дать в российское пространство. И очень много было названо именно в области культуры. И вот это слово «Ижевский завод», да, музей про Ижевский завод, но не только про завод, который там стоит за окном, а то, что мы смогли бросить, генерировать вот в пространство России, мира, там, соседних каких-то городов. Вот мне кажется, про это должна сейчас быть вот эта площадка. И не случайно вот первое такое заседание, оно отчасти такое штабное, да, как Кирилл сказал. Ну, здесь и генералы сидели, у них там заседания тоже, наверное, отчасти были штабами там, по развитию города, завода, идей каких-то. И очень важно, чтобы сюда постоянно приходили люди для презентации того, с чем они живут, со своими идеями, с презентациями, с лекциями. Вот вы говорите о планах, а мы их сейчас будем формировать вместе с вами. Поэтому даже сегодня это ситуация предъявления еще одной площадки. Их сейчас много возникает в нашем городе, в наших соседях, да, вот, и фактически не только набережная, вот эта вот вся нынешняя улица Горького-Базарная, она начинает жить какой-то своей творческой жизнью, постоянно что-то происходит, и мне кажется, очень важно, всем вот в следующий четверг у нас музыкальный проект рядышком, и здесь очень важно сработать вот на это взаимодействие, да, понимать, что мы единый такой культурный квартал, единое пространство, и работать как некий сайт со взаимными ссылками, да, приглашать к себе, вот не разбирать каждого посетителя там на своей площадке, а сделать некие общие такое, некую общую эстафету для каждого человека, который гуляет в этом общем пространстве. Наверное, ничего конкретного в этом не услышали, но вот я не случайно, послушав даже первые фразы здесь, я пошла за языком бумаги, что думаю, сейчас надо фиксировать вот те идеи, которые рождаются прямо здесь. И, наверное, программа музея будет вот формироваться также динамически, да, из того, что хочется показать вам. Мы предъявляем площадку интересную, необычную, на которую реагируют люди, и которую отдать ее как театральные проекты, музыкальные, художественные, технические, да какие угодно, туристические, все что угодно можно презентовать здесь жителям города. Сюда люди идут, им интересно музей настоящего таким